Это произошло впервые. Украина выбрала новую цель для атак. В России признали успехи сил обороны. Ракетный удар по союзнику. Поднята боевая авиация. Кремль перешел черту. Срочное обращение к Путину. Глава украинского МИДа выступил с неожиданным предложением. Это может закончить войну. Киев считает погибших. Зеленский не смог сдержать эмоций. Абсолютное зверство россиян вынудило идти на крайние меры. Путин экстренно прячет Кабаеву. На Западе открыто говорят, страх уже невозможно скрыть. Стрельба в крупном городе. Вооруженное нападение на военных. Силовики открыли огонь. Об этих и других событиях к вечеру субботы 22 августа. Суббота не повод пропустить главное. Собрали для вас все самое важное к этому часу. В эфире Нехта и Олесь Корниенко. Новая страница в истории дальнобойных санкций Украины. Впервые под удар попал склад не Wildberries, а Озон. Это произошло в городе Чапаевск Самарской области. На объекте начался крупный пожар. Есть пострадавшие. Ну все, утро вновь недоброе. Все говорили, Озон не тронут, Озон не тронут. Вот, Озон первый склад пошел. Дотла горит, просто, чтобы вы понимали. При этом примерно в километре от склада находятся оборонные предприятия «Промсинтез» и «Полимер», которые производят взрывчатые вещества, оружие и боеприпасы. Давай отъедем, отъезжайте домой, въебаться. До этого главной целью среди российских маркетплейсов был Wildberries. С середины июля удары пришлись примерно по 2 десяткам его логистических объектов. Ну такая хуйня, стрёмно подходить. Украина заявляла, что вывела из строя 7 из 10 крупнейших хабов компаний. Потери складских площадей оценивались примерно в 20%, а общий ущерб по разным оценкам может достигать нескольких миллиардов долларов. Да ну ты что, сюда что ли летишь? Еще один удар в Самарской области пришелся по Новокуйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу. На территории предприятия возник пожар. Атаку подтвердили в Генштабе Вооруженных сил Украины. А вот Путин сделал большой подарок своему вассалу Лукашенко. Этим утром на территорию Беларуси залетело рекордное число российских дронов. По информации нескольких украинских мониторинговых каналов, это были бандероли числом как минимум 12. Эти дрон-ракеты начали заходить на белорусскую территорию примерно с 4 утра, а с аэродрома Барановичей поднимали военную авиацию. Удалось ли обезвредить все эти презенты от союзничка, пока неизвестно. Бандероль представляет собой гибрид реактивного ударного дрона и малогабаритной крылатой ракеты. Она может разгоняться примерно до 650 км в час, лететь до 500 км и нести до 50 килограммов взрывчатки. А вот как нам бороться с беспилотником? Нам бы противодействовать им научиться. Для белорусской ПВО это уже не единичный эпизод. Российские ударные средства все чаще залетают на территорию страны по пути к украинским целям. Но впервые стало известно о такой масштабной единовременной атаке. Я об этом говорил. Откуда готовилось нанесение удара по нашей территории? Это 4 позиции. Как думаете, этот залп по Беларуси со стороны россиян ошибка или Путин на что-то намекает Лукашенко? А за неделю Украина поставила рекорд по интенсивности дальнобойных ударов. Если верить российскому министерству обороны, ВСУ за 7 дней применили 26 ракет «Фламинго» и почти 8,5 тысяч беспилотников для ударов по территории страны-агрессора. Кроме того, Москва заявила о 70 управляемых авиабомбах и 17 реактивных снарядах «Хаймарс» и «Вэмпайр». В российском Минобороны при этом традиционно утверждают, что все эти средства были подавлены российской ПВО, но сам масштаб налетов уже выглядит беспрецедентно. А тем временем в Киеве подсказывают, что может спасти Россию. Одна новость с участием Путина на этой неделе заставила хохотать все соцсети, а теперь не выдержал даже Андрей Сибига. Глава украинского МИДа с сарказмом отреагировал на решение хозяина Кремля отправить на фронт часть мощей московского князя Дмитрия Донского.
Маловероятно, что это поможет положить конец войне, но если бы Путин занял его место, это могло бы сработать. На днях российский правитель посетил Архангельский собор в Кремле, осмотрел найденный там саркофаг и одобрил передачу святыни российским военным. Причем это уже не первый такой эпизод. В июле на оккупированную часть Донецкой области послали мощи Александра Невского, но нерадивые захватчики умудрились их потерять. Новые пляски вокруг останков уже другого князя наводят на мысль, что спецоперация у организатора движухи идет не совсем по плану, и на помощь приходится звать потусторонние силы. Кстати, обратите внимание на то, как Путин шел осматривать кости. Территория Кремля выглядит пустынной. Похоже, даже тут инициатор войны не чувствует себя в безопасности. Но на войне в Украине оккупанты теряют не только мощи, но и свои собственные конечности. Проблема вышла на самый высокий уровень. Правительство Мишустина исключило из списка противопоказаний для водителей автобусов и грузовиков ряд диагнозов, связанных с ампутациями и серьезными деформациями конечностей. Теперь официально водить такой транспорт смогут, например, люди без одной руки или без одной ноги. Инициативу еще в прошлом году продвигали как способ трудоустроить участников войны против Украины, получивших инвалидность. Аргумент простой. На автобусе с автоматической коробкой передач левая нога якобы не обязательно. А дефицит водителей, по некоторым оценкам, уже может достигать 500 000 человек. Ведь многие старые опытные работники сами в большом числе уехали на войну, но только оставили там не конечности, а головы. Украина наносит удары не только по НПЗ и маркетплейсам, но и по экспорту зерна. По оценке Совэкона, в августе Россия сможет вывести за рубеж лишь чуть более 2 миллионов тонн. Это может стать худшим августовским результатом с 2010 года. Главная проблема сейчас не урожай, а логистика. Крупнейшие зерновые терминалы Новороссийска, Тамани и других портов Черного и Азовского морей остановлены или работают с перебоями после атак дронов и ограничений судоходства. В результате зерно копится внутри страны, цены упали на 18%, а аграрии вынуждены продавать урожай ниже себестоимости. Последствия уже расходятся дальше по цепочке. У некоторых грузоперевозчиков на юге России выручка рухнула даже на 90%. Сотрудников отправляют в отпуск, а фермеры предупреждают, что без денег следующий озимый сев может провалиться. Но дальнобойные удары ВСУ имеют еще один, не экономический, но очень важный психологический эффект. Страх Путина становится заметен уже даже западным СМИ, как пишет Financial Times. Российский президент почти год не появлялся в одной из своих любимых резиденций – Бочаровом ручье в Сочи. До войны Путин приезжал туда десятки раз в год, проводил встречи, отмечал собственный день рождения и, по данным журналистов, день рождения Алины Кабаевой, которую СМИ называют матерью его 2 сыновей. В 2021 году Путин посетил Сочи 24 раза, а в 2024 и 2025 годах всего по 2. Как пишет издание, последний раз публично в Сочи Путин появлялся в октябре прошлого года. Вот и сегодня в Краснодарском крае горело, но на этот раз в Ейске. Утром над местным портом поднялся столб дыма. Официальные власти набрали в рот воды. Некоторые телеграм-каналы предполагают, что порт мог попасть под атаку украинских беспилотников, но подтверждения этому пока нет. Ейск остается важным портом и военным узлом на Азовском море. Тем временем оккупанты продолжают откровенный террор против гражданского населения. Россия ночью снова ударила по украинской железной дороге. В Киеве баллистические ракеты попали по одному из предприятий Укрзалезницы на Дарнице. Один сотрудник, бригадир, погиб на месте. Остальных работников после первого удара успели эвакуировать. Под атакой оказалась и Одесская область. На станции Раздельно серьезно поврежден железнодорожный вокзал. В Укрзалезнице заявили, что последствия уже устраняют, а движение
поездов атака не остановила. А число жертв российского удара по торговому центру в Кривом Роге, совершенного накануне, продолжает расти. Погибли 16, ранения получил 121 человек. Среди них 22 ребенка, причем 29 пострадавших, включая 5 детей, находятся в тяжелом состоянии. Владимир Зеленский подчеркнул, что объект атаковали дважды. Второй удар пришелся уже на момент, когда на месте работали спасатели и экстренные службы. Был удар нескольких российских дронов. Целенаправленный, подлый. Абсолютное зверство россиян. Просто твари. Обязательно ответим. Первоначально сообщалось лишь о 2 погибших и более чем 50 раненых, но в течение нескольких часов масштаб трагедии резко вырос. Еще одна трагическая новость. Новое нападение на сотрудника ТЦК, на этот раз во Львове. 25-летний мужчина, по данным полиции, напал с ножом на 55-летнего военнослужащего во время проверки документов. Полицейский, который находился в составе группы, открыл огонь по нападавшему и ранил его в ногу. Мужчину задержали и госпитализировали. Сотрудник ТЦК от полученного ножевого ранения умер в машине скорой помощи. В Европе уже готовятся ко Дню независимости Украины. У здания Еврокомиссии в Брюсселе подняли желто-голубой флаг. Урсула фон дер Ляйен опубликовала видео церемонии. Украина восстановит свою безопасность, свою свободу и займет свое законное место в нашем Союзе. Вечером 24 августа к акции присоединится и Париж. В 21:30 Эйфелеву башню подсветят синим и желтым цветами. А теперь история чудесного спасения. 5 дней посреди Тихого океана, а вместо лодки только контейнер-холодильник. Именно так выживали 2 мексиканских рыбаков после того, как их судно затонуло у побережья штата Чьяпас. Мужчины пропали 14 августа, а спустя несколько дней их нашли более чем в 240 километрах от берега. По словам спасенных, судно накрыла сильная волна, после чего оно пошло ко дну. Рыбаки забрались на плавучий холодильный контейнер и дрейфовали на нем 5 суток, пока их не обнаружили мексиканские военные моряки. Мужчин подняли на борт, оказали медицинскую помощь и вертолетом доставили к родственникам. Спасибо, что выбрали Нехта. Спасибо за лайки и комментарии. Увидимся утром.